Краса. Да. Уважаемые товарищи, сегодня наша экспедиция находится Тагоп, шлак Путхин, Айнинский район, Таджикистан. Пожалуйста, вот это эфедра. При Советском Союзе наш район, Айнинский район, ежегодно больше 100 тонн сдавал. В Чимкенте от него делали эфедрин, ампула, и весь Союз обеспечили. После развала Советского Союза уже между республиками исчезли связи. Сейчас никто не собирает и не думает, что делать. Сейчас это относится к группе наркотических вещества. Поэтому я предлагаю, чтобы сегодня начали поднимать вопросы о производстве лекарственной травы, растений, все. Наш правительство задумался об использовании ферула использовании эфедры в медицине и одновременно ферула. Потому что в территории Таджикистана растет очень много разновидностей ферула. Я написал книгу «Ферула лечит опухоли, омолаживает тело». Это прекрасные лекарства для лечения вирусных заболеваний, онкологических заболеваний. Поэтому сегодня мы проходим просто по этому ущелью, видим, сколько лекарственной травы находится, и много не знают, не используют, не собирают. Еще раз, у меня просьба к правительству Таджикистана, чтобы в каждом лесхозе, районах республики давали по 4-5 штук технику, трактор, автомобиль, потому что, например, в Айнинском районе никаких машин нету. Кто будет собирать, кто будет перевести. Нужна техника. Если вот Китай, видите, все лекарственные травы пользуются, чаи делают, даже килограмм чая стоит до 1000-1500-2000 долларов. Мы можем от него делать, кто специалисты в этой области, будут давать рекомендации. Люди будут использовать, значит, экономика нашей республики повышаться, люди мало будут выезжать на заработки, и у нас будет много рабочих мест. Спасибо за внимание.